алфавит и звуки коми-языка. Это современный коми-алфавит. Как видите, коми-люди нынче пишут кириллицей. Алфавит очень похож на современный русский, за исключением дополнительных пару букв и, соответственно, звуков. Первый буква – это О с точечками. Он образуется примерно так же, как и звук О, но немножко выше. Обычно я даю совет помогать себе руками. Поднимаем верхнюю губу. О, О. Почему надо научиться правильно произносить этот звук? Он является смыслоразделительным. Например, овш – это медведь, ош – это бык. Мне кажется, принципиально важно, кто за тобой гонится, медведь или же бык, овш или ош. И еще звуки, которых нет вот в этом алфавите, но их тоже важно произносить верно. Это так называемые африкаты. Первый звук – это Дж. Его абсолютно все произносят верно, ведь он присутствует и в заимствованных русских словах, таких как джем, джинсы, в английских именах Джек, Джонсон, ну и так далее. В коми-языке он такой же, там, джадж, джодж, джуджид и так далее. Еще одна африката – это Дж. Особенно, например, джоджек, гусь, джоридж, цветок. И видя-олан. Здравствуй. Как он образуется? Примерно так же, как звук Ч, как в слове часы. Почему его тоже правильно произносить надо? Вот многие, особенно на приемах и так далее, почетные гости, кто не знают коми-языка, пытаются его произнести как виджа-олан. Вот такое произношение очень режет уши коми-язычным людям. Лучше сказать вича-олан со звуком Ч, часы, как в слове часы, вича-олан. А так, надо попробовать из себя этот звук выбить. Вот, например, Ч и Дж. Ч, Дж. Слышите разницу? Ч он глухой, а Дж более взрывной. И просто к этому звуку Ч добавляйте взрыва чуть-чуть. Дж, Ч, Дж. Дж он образуется чуть-чуть поближе к губам. Вот и Дж, Дж. Именно губы добавляют эту Взрывчатку, что ли? Ладно. Ч, Дж. Ч, Дж. Вот таким вот образом на сравнение выбивайте из себя этот звук. Еще одна африката – это Ч. Супер легкая. Если она не получается у вас, вы просто звук Дж, как Джек, джинсы, джем, произносите шепотом. Джинсы, Джек, Джонсон и так далее. Вот у вас и получается звук Ч.